Друзья, я всех приветствую, ассаляму алейкум, меня зовут Артем, и я продолжаю рассказывать и показывать вам про замечательную гостеприимную республику Ингушетию, в которой я нахожусь. И в этом выпуске я покажу вам одну из главных достопримечательностей здесь, в городе Назране. Это вот эту Назрановскую крепость. Поэтому, если вам интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком и делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Сегодня, на удивление, в Республике Ингушетия установилась очень солнечная и теплая погода, где-то градусов 13 тепла. И вы знаете, для меня, как и для ингушей, это хорошая новость, потому что мы совпали, не любим холод. Но уже завтра погода испортится. Я снимаю 20 числа, вы будете смотреть этот выпуск, получается, 22 в понедельник. Назрановская крепость – это интересный памятник фортификации периода Кавказской войны 19 века. На Северном Кавказе сохранилось всего две крепости этого периода. Вторая похожая крепость есть в Кисловодске. Правда, я еще ни разу в Кисловодске не был. Роль вот таких крепостей была в том, чтобы удерживать территории Северного Кавказа. Назрановская крепость расположилась на возвышенности в междуречье Сунджи и реки Назранки. Вот, кстати, река Сунджа, она блестит вдали, можно ее заметить. И вот здесь внизу, в низине, так сказать, у реки, я вижу, идет стройка. Люди здесь строят дома. Очень такое живописное место. Конечно, здесь весной, летом, осенью будет намного красивее, когда все расцветет. Ну и как вы еще заметили, остатки крепости, они расположены прямо у дороги. Я просто не могу понять, почему местная власть Республики Ингушетия не восстановит эту крепость. Это же очень важно. Одна из главных достопримечательностей республики. Ее нужно привести в порядок. Все-таки история не только Ингушетии, но и нашей великой, большой страны. Если эту крепость восстановить, то она будет очень такой величественной, грациозной. А то на территории крепости то ли больницу там построили. Вот сейчас я дойду до ее конца, расскажу вам. Видите, мусором все завалено, какими-то ветками. Жалко, что такое добро пропадает. Салам. Этой крепости отводилась важная роль в прикрытии военно-грузинской дороги и Владикавказской крепости. При этом наличие такого серьезного укрепления на территории Ингушетии позволяло обезопасить владения Российской империи в этих краях, что подтвердили последующие события. Первое крупное сражение у стен крепости произошло в марте 1832 года и было связано с проходом первого имама Дагестана и Чечни Гази Мухаммеда на Владикавказ. В сражении у Назрановской крепости отряд Гази Мухаммеда потерпел поражение и вынужден был отойти в Чечню. В апреле 1841 года, в период расцвета имамата Шамиля, у стен крепости произошло короткое, но важное сражение с большим отрядом во главе с самим имамом Шамилем. В его планы входило овладеть Владикавказской крепостью. В течение 3 дней гарнизон крепости и местное население оказывали упорное сопротивление войскам Шамиля и в итоге заставили его отступить. После окончания войны на Кавказе в 1859 году крепость утратила военное значение и превратилась в гауптвахту, место заключения горцев, выступавших против российского расширения территорий. Позже в ней произошли важные события, связанные с установлением советской власти в Ингушетии. Рядом с Назрановской крепостью находится христианское кладбище. И это не просто христианское кладбище, а самая настоящая братская могила. Вот, пожалуйста. Воинское захоронение охраняется государством. Братская могила на общем кладбище. Создана в 1942 году. Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Захоронено 112 человек.
Соответственно, здесь нет ингушей, чтобы вы не задавали мне вопросов, потому что это христианское кладбище. Герои войны Великой Отечественной войны, ингуши по своей национальности, покоятся на мусульманском кладбище. Да, мусульман с христианами на одном кладбище не хоронят. И вот здесь установлена вот такая мемориальная доска памяти, где написано «Вечная слава воинам, павшим в Великой Отечественной войне». Ну вот некоторых вам перечислю. Летчик-герой Советского Союза Половинкин, летчик-герой Советского Союза Павлов. И очень много других героев, да, солдат, которые подарили нам будущее, и царство им всем небесное. Надеюсь, что все эти люди в раю. Потому что благодаря им мы с вами здесь и сейчас. Вечная память. Теперь на территории Назрановской крепости находится Назрановская районная больница. А я иду смотреть главный вход в крепость. Ну, когда-то он был главным входом. Сегодня осталось только напоминание. А вот так вот все выглядело. Теперь установили железные ворота, козырек. И вот там, да, находится больница. Да закрыто будет. Можешь, Руслан, не пробовать открывать. Ну а теперь о наболевшем и о неприятном. Я все-таки не могу пройти мимо и не рассказать про то, что здесь происходит у стен Назрановской крепости. Вы уже догадались, вот я сейчас сижу на фоне мусора. Почему здесь так много мусора? Заметил, вот, пожалуйста, очень много банок из-под энергетиков, реклама, адреналин. Но это же какое-то прям неуважение и некрасиво. Да и убрать же можно. Поэтому обращаюсь к администрации Назрановской больницы. Пожалуйста, наведите здесь порядок, проведите субботник. Ну, некрасиво. Потому что этот мусор мне на протяжении вот сколько я шел вдоль стены всегда бросался в глаза. Нужно беречь свою республику, природу, страну и в конце концов научиться себя уважать. Правильно же? Лично я буду очень надеяться, что местная власть останется неравнодушна к этой Назрановской крепости, а точнее то, что от нее осталось, и примут решение восстановить ее, потому что это историческое и культурное наследие не только Республики Ингушетия здесь, на Северном Кавказе, но и всей нашей страны. Если со мной согласны, тогда поддержите лайком, а также подписывайтесь на мой канал. Мой канал про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю. Но меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Самое главное, берегите себя.